Добрый день. В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы» авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. На минувшей неделе в череде прочих малозаметных событий состоялось и такое. Прошла рабочая встреча представителей ряда башкирских министерств и ведомств с сотрудниками неафишируемой до сих пор группы «Инцидент менеджмент» при администрации в Рио главы Башкортостана. На первый взгляд, будничный момент жизни большого региона. Но когда заинтересовался небольшим сообщением, затерявшимся в соцсетях, то выяснил, что мероприятие носило в определенной степени знаковое значение. У меня сегодня в гостях Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы при администрации в Рио главы Башкортостана по обращению жителей в соцсетях, заместитель генерального директора акционерного общества «Башинформ». Добрый день вам, Елена. Добрый день, уважаемые телезрители. Радиослушатели. Да, радиослушатели. Я по привычке, я все-таки телевизионщик, так что прошу прощения. Да, я тоже долго к этому привыкал. Сразу признаюсь, Елена, перед вами в вопросах деятельности системы инцидент менеджмент усредненный обыватель. Я даже не представляю, что из себя представляет вот эта система действий, как в нее обращаться, как писать на деревне дедушки или как-то так. Я даже обзвонил накануне эфира несколько знакомых друзей и с радостью обнаружил, что я не одинок в этой своей дремучести. Так что если вдруг мои вопросы покажутся вам в какой-то степени, может быть, наивными, прошу ко мне отнестись снисходительно. Могу объяснить? Подождите, я небольшую преамбулу сделаю, если позволите. Конечно. А вот ровно 5 месяцев назад, как в республике, заработала новая информационная система мониторинга социальных сетей, разработанная со времени кампании «Медиалогия». По рекомендации Кремля ряд российских регионов был определен в качестве пилотных территорий по его внедрению, в число которых вошел и Башкортостан. Не случайно стартовый месяц, ноябрь, когда вот вы у нас, Лена, появились как руководитель инцидент-менеджмента, в своих первых интервью подчеркивали тестовый характер проекта. Вопрос. Означает ли выход на минувшей неделе свет вашей команды на публику завершение некого рубежа в практической реализации системы в нашем регионе? И если да, то каковы первые итоги? Разделим тогда на первое, второе, третье. Значит, про тестовый режим это будет первое. Мы работали в тестовом режиме в самом начале нашего пути здесь, в Башкортостане, и перешли мы уже перед Новым годом в активную фазу, скажем так, стабильно работающий инструмент по регистрации и отработке обращений жителей в соцсетях. Сразу уточню. То есть тестовый режим завершился, теперь уже инцидент-менеджмент для нас обыденность. Инцидент-менеджмент для нас обыденность уже давно, несколько месяцев. Мало того, можно сказать, что за первый квартал 2019 года мы уже можем подвести определенные итоги. Эти итоги временно исполняющие обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров на встрече с рабочей группой Совета по правам человека, которая работала у нас в Башкортостане на прошлой неделе, озвучил. За первый квартал мы зарегистрировали и отработали более 20 тысяч обращений жителей. Они разнохарактерные, касаются и дорог, и благоустройства, и транспорта, и здравоохранения, по зонам, по локациям, по проблемам. Это вот если говорить про первое, и про второе, про мини-рубеж, да, так сказать. Если ответить на вопрос, который вы не задали, но он прозвучал в вашей преамбуле, это что такое инцидент-менеджмент вообще? Это роботизированная система. Елена.
Давайте не все сразу, да? степ-бай-степ, да. Хорошо. У меня есть вот такие уточняющие вопросы от обывателей, Хорошо. и это будет, как бы, скажем так, логически. Ну, вы меня зовите чаще на ваш эфир, и я буду тогда привыкать к вашей манере ведения. Ну, вас очень трудно зазвать, потому что вы, как признались в одном из своих интервью, с 9 до забора, как в армейском анекдоте. Не я одна, у меня очень хороший коллектив, мы так работаем все. Тоже наслышно о ваших восторженных откликах о вашей команде. Вот вопрос такой. Вот, как известно, аналог вот новой системы первым был опробован еще 4 года назад в Подмосковье. Это в 2015 году. Назывался он тогда «Добродел», портал обратной связи с населением. Вы тогда проживали в Красногорске, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. И наверняка в курсе всех тонкостей вот, подобных форм изучения социального настроения местного населения. Так вот, по признанию федерального, вернее, заместителя министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной, да, жители региона больше всего интересовали вопросы по благоустройству территории, ЖКХ, ремонту дорог, затем шли проблемы строительства экологии, в том числе вот вы сегодня Совершенно уже верно. говорили. А вот вы у нас у руля внедрения инцидент-менеджмента в Башкортостане. Вот тематика обращений в чем-то схожа, или здесь, в регионе, у нас какой-то свой специфический набор тем? В начале, в ноябре, когда мы вышли, скажем так, на активную фазу, уже мы стартовали с середины октября. В ноябре уже можно было более или менее там говорить о чем-то стабильном, потому что первые шаги были, конечно же, ну, пробными, где-то сложными, я не скажу ошибочными, но мы тоже искали пути. И вот когда в середине ноября стало понятно, что болит и тревожит Башкортостан, самое первое это была тема здравоохранения. Несмотря на то, что в других регионах людей тревожит благоустройство, либо ЖКХ, либо дороги, у нас тема здравоохранения была темой номер один, причем долгое время. А чем вы это объясняете? Во многих фельдшерско-акушерских пунктах, ФАПах, не было фельдшеров. Во многих поликлиниках и больницах не хватало и не хватает еще в некоторых, конечно же, врачей. Оптимизация, которая произошла в Башкортостане некоторое время назад, объединила в межрегиональные центры, ну, большие центры, их 13 в Башкортостане, создала и плюсы, и минусы. Плюсы, потому что подтянули сильных врачей, сильную диагностику в определенные места, но и минусы, потому что из населенных пунктов ушли врачи, ушли поликлиники, ушли больницы и так далее. И это создало, конечно же, большие проблемы. Временно исполняющий обязанности главы Ради Хабиров еще тогда, в середине октября, приступил к исполнению обязанностей. Он первое, на что обратил внимание, это вот были у нас транспортные проблемы, здравоохранение, обманутые дольщики. И вот здравоохранение это была, ну, прямо огромная, большущая проблема. Что сделано? И сейчас я хочу сказать, что здравоохранение по итогам первого квартала у нас спустилось на 4-ю и 5-ю позицию, в зависимости там по локациям. Огромнейший. Хорошо, Елена, подождите, я вас перебью, вы уж извините, потому что хоть у нас вы хозяин положения. Часовой эфир, но тем не менее вопросов у меня очень много. Вы так и не ответили на мое уточнение, почему именно в нашем регионе вдруг в повестке дня был первый вопрос здравоохранения. Вроде бы и у нас и проблемы и с ЖКХ есть, и с дорогами. Потому что здоровье – это самое основное, что тревожит жителей. Когда у них нет возможности... Но ведь в Подмосковье же ведь здравоохранение не входило в топ. Не входило в топ, потому что не было такой оптимизации, как у нас. И все-таки здравоохранение, доступность медицинских учреждений в Подмосковье, она все-таки ближе. Я, ну, если позволите, все-таки считаю не очень корректным сравнивать два региона, потому что это совершенно два разных региона со своими разными бюджетами, со своими разными возможностями. Мы живем здесь и сейчас, и живем в будущем, и живем мы в Башкортостане. Жители Башкортостана в первую очередь тревожило здравоохранение. Сейчас все-таки, если позволите, я договорю, сделали очень многое в плане решения этого вопроса. Это вот посыл, который дал Ради Фаритович главам, встречаться со студентами-медиками, привлекать их, не тех только, которые по целевому обучению, а и тех, которые еще не определились с выбором места, куда они вернутся после вузов. Заманивать их, так сказать, потому что чем можно заманить? Какими-то прибавками, какими-то льготами, какими-то решениями жилищных вопросов. И когда главы, несмотря на то, что это не их полномочия, это полномочия республиканские, тем не менее, они стали
стали делать то, что можно сделать в рамках законодательства, это дало свои результаты. Потому что все главы всех муниципалитетов, всех 53 районов и 9 городов встретились со студентами. Понятно. Вот вы сказали, что не совсем корректно сравнивать два региона, Подмосковье и Башкортостан. Но вот в перечень пилотных территорий, помимо Подмосковья нашей республики, вошли, как известно, несколько российских регионов. Совершенно это верно. Псковская, Астраханская, Кировская, Самарская, Тюменская, Рязанская области. В том числе и Ямало-Ненецкий округ, регионы Карелия. Поволжского федерального округа тоже, вы их не называете? Ну, я оперирую той информацией, которую я получил в прямом доступе накануне Но мы беседы работаем с с вами. федералами. Вот, подождите, но если вот новая система стартовала по этим адресам практически одновременно, Нет. подождите, вот я опять оперирую то что было в открытии источника одновременно, то эксперты называют именно Московскую область и Башкортостан ньюсмейкерами вот этого процесса. Вот почему именно Московская область и Башкортостан среди всех пилотных территорий, как бы скажем, не то что стоят особняком, а вырвались, как бы скажем, в лидеры? Отношением к обращению жителей. Тем, что Ради Фаритович поставил задачу отрабатывать обращение не ради закрытия инцидента, не ради галочки, а ради решения проблемы. Эта задача стояла перед нами и в Московской области, и такую задачу ставил губернатор Московской области перед всеми субъектами Московской области. Эту же задачу поставил перед нами Ради Фаритович, когда мы приступили к исполнению обязанностей здесь уже, в рамках системы «Инцидент». Мы работаем для жителя, и это важно. Нам присылают отчеты, федералы присылают отчеты, и в качестве примера мы видим, там, плохие ответы, хорошие ответы, ведь у нас идет рейтингование, и ответы — это критерии для рейтингования. То есть внимательный радиослушатель наверняка сейчас понял, что вы таким образом отвечаете вместо короткого ответа. Все зависит от того, почему Подмосковье и Башкортостан стали, скажем, ньюсмейкерами, в том, что первое значение и первую роль имеет тот, кто инициирует и кто курирует этот процесс. В Подмосковье был Ради Фаритович, и помогали в продвижении студентов вы. И вот вы появились здесь, и поэтому и наш регион вырвался, может быть, в какой-то степени в число ньюсмейкеров. Нет? Нет. Да? Это несправедливо, это нечестно. Я, конечно, знала, что Но вы очень серьезный собеседник, но что в такой степени это, конечно, интересно. Нет, безусловно, была бы не я, был бы другой человек, наверное, результат был бы таким же. Важен посыл и важны задачи, которые ставятся. Я оставлю за комментарий при себе. Нет, важен посыл и то, я Хорошо. повторю, те задачи, позвольте я договорю, те задачи, которые ставят перед нами, это я сейчас говорю искренне, потому что мы решаем проблемы, мы вместе все, не мы рабочая группа, а мы, я имею в виду мы и власть исполнительная, и вот сегодня даже мы встречались с представителями Госсобрания Курултая и законодательное, мы вместе все решаем, мы нацелены на один единственный результат, на решение проблемы жителя. Тем не менее, роль волшебного пенделя здесь тоже играет определенную роль. Да, волшебный пендель сейчас будет в виде рейтингования. Для многих глав это будет открытием, потому что среди рейтингования по другим параметрам мы уже разработали методику. Мои прекрасные коллеги, как вы говорите, я им пою дифирамбы, по существу и справедливо, разработали методику совместно с федералами, методику рейтингования субъектов Башкортостана. Хорошо. Вот такой вещи, как народная любовь к чиновникам, мы поговорим чуть позже. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня в гостях Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы «Инцидент-менеджмент» при администрации ВРИО, главы Башкортостана. Так, в укороченном. Да, конечно. Давайте расставим точки над «и». Вот у нас население по сей день имеет смутное понимание самой сути проекта. Я и сам признался, что я усредненный обыватель. Но я вам пока так и не объяснила, вы мне не дали возможности. Хорошо, вот я как раз к этому и подвожу. Хорошо. Для одних инцидент-менеджмент — это возможность оперативно сообщить властям через интернет о нарушениях в сфере социальной политики. Совершенно верно. Для других
Это инструмент. Для других также быстро донести свою жалобу до местного начальника. А для третьих спекулировать. Для третьих же, что намного тревожнее, установление тотального контроля за умонастроениями в соцсетях. Нет, вы упустили что еще... ближе к истине? Нет, вы упустили еще. Есть инструмент у жителей манипулировать, пытаться спекулировать общественным мнением по жалобам, которые несущественны. Вот мы об этом это тоже. Этот нюанс я хотел бы отдельно потом поднять. Тем не менее, вот я перечислил 3, на мой взгляд, причины, вернее, возможность. Значит, возможность оперативно сообщить, быстро донести жалобу до местного начальника, или все-таки, что намного тревожнее, все-таки это установление тотального контроля за умонастроением в сетях. Вы знаете, с таким количеством инцидентов устанавливать контроль просто физически невозможно. Это я им говорю искренне, как есть. То есть, если говорить с нашей стороны. Во-вторых, то есть вы напрочь отметаете третью напрочь версию? отметаю третью версию, потому что это не контроль над жителями, это жители контролируют власть, заявляют о своих проблемах и контролируют, потому что на каждый инцидент должен быть ответ. Инцидент — это одно обращение, которое регистрирует робот, и по шагам в программе я вам покажу, просто здесь возможности, есть возможность, не увидят радиозрители из уважения к ним. Это шаги в инциденте по определенным параметрам. И у каждого инцидента, у каждого обращения свой номер. Пока не будет ответа, который удовлетворит жителя, этот инцидент не закроется. Он будет висеть либо просроченным, либо на вторичной реакции. Да. Соответственно, конечная цель — это закрытие инцидента с удовлетворением запросов жителя. Это если говорить про то, зачем это делается. Это первое. Да, это донести жалобу до жителя, до чиновников. А второе, это оперативно заявить, как вы сказали. Да, это оперативно, потому что заявить в соцсетях мгновенно, услышать и увидеть ответ мгновенно, это, наверное, прерогатива только соцсетей, потому что 59-е постановление Российской Федерации регламентирует ответ на письменное заявление, это 30 дней. В соцсетях у нас ответ по этой программе сутки. Либо 3 суток, либо там уже дальше, если на вторичной реакции. И это, конечно же, поощряет жителей на новые обращения, потому что они пишут, им отвечают, вопросы решают. Особенно это касается сейчас ямочного ремонта или вывоза снега. У нас был просто топ на прошлой неделе, не на этой неделе, а на прошлой неделе. Мы ответили на 2400 с чем-то инцидентов, мы закрыли их за неделю. Посчитайте, пожалуйста, количество 11 сотрудников нашего отдела и разделите эти 2400 на 11. Это сумасшедшее количество рабочих дней. Мои работают всегда, потому что жители всегда бдительны. А что касается контроля, это не та цель, и когда говорят инцидент только до выборов, это неправда. Мы это все проходили в Красногорске. Это могут говорить только люди, которые не знают и не до конца понимают сути намерений Радия Хабирова. То есть вы хотите сказать, что инцидент жив и будет жить и после сентября? Однозначно. Понятно. Ну вот у нас уже до ухода на федеральные новости остается чуть более минуты, поэтому я, наверное, не буду задавать очередной вопрос, потому что ответ на него потребует, наверное, определенного времени. Поэтому давайте мы лучше сделаем так. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я напомню нашим радиослушателям, что у меня сегодня в гостях Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы «Инцидент-менеджмент» при администрации в Рио, главы Башкортостана. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Мы буквально вернемся через пару-тройку минут и продолжим наш разговор. Мы продолжим, но вы мне позволите задать вам несколько вопросов потом? В эфире? Да, или... нет, в эфире. Хорошо. Договорились. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы», ежедневный обзор газет и журналов, еженедельники в программе «Обложка», телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок-аут», а каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Москве 13 часов 30 минут. Новости на Эхе. В Екатеринбурге неизвестные разгромили офис газеты «Коммерсант Урал». Сегодня утром работники редакции обнаружили беспорядок в кабинетах руководства. На столе гендиректора лежала записка «Сдохнешь, сявка». Кроме того, из некоторых компьютеров украли жесткие диски. Как утверждает издание «Знаком», в редакции не высказывают предположения относительно причин разгрома. Никаких угроз к ним в последнее время не поступало. Полиция уже подключилась к расследованию инцидента. Правозащитник Аюб Титиев не будет обжаловать приговор. Об этом нам сообщил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вину в совершении преступления он не признал и не собирается признавать ни при каких обстоятельствах. Но эти обстоятельства складываются следующим образом. Приговор в его нынешнем виде позволяет выйти на свободу достаточно быстро. И выйти на свободу и вернуться к работе. Апелляция может, наоборот, ухудшить ситуацию и лишить этого шанса. У Аюба на свободе остается семья. И Аюб пишет, что моя семья нуждается в помощи и поддержке. Эти 15 месяцев были для них еще более серьезным испытанием, чем для меня. И я, как глава семьи, несу за них ответственность. Напомню, главу Грозненского мемориала приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии поселения, признав его виновным в хранении наркотиков. В Кремле внимательно следят за высказываниями кандидатов в президенты Украины. Хотели бы видеть победителем не партию войны, а тех, кто стремится к поэтапному решению проблемы юго-востока страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, более подробные комментарии последуют после второго тура выборов. Он состоится 21 апреля. Во второй тур, напомню, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По последним подсчетам, по итогам первого тура набрал более 30% голосов, а действующий президент чуть более 16%. Члены НАТО рассмотрят возможность усиления своего присутствия в Черном море. Об этом заявила поспред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон. По ее словам, причина этому российская агрессия против Украины, в частности, милитаризация Крыма. Поспред США подчеркнула, что НАТО будет активнее собирать разведданные и больше посылать своих кораблей в этот регион. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе на месте авиакатастрофы в Германии, в результате которой погибла председатель директоров компании Seven Group Наталья Филева. Большой самолет потерпел крушение накануне вечером под Франкфуртом. На борту находились еще 2 человека. Отец Филевой и пилот. Они также погибли. По некоторым данным, пилот перед посадкой мог потерять управление, однако по каким причинам пока неизвестно. И о погоде. В Москве сейчас плюс 5 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%. В ближайшей ночи обещают минус 1-3 градуса, завтра днем плюс 6-8, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Стихотворение. Шигар. Стихотворение про зарплату. Эш хакы турахындагы шигар. Стихотворение про зарплату. Эш хакы турахындагы шигар. Медсестра Салаватского роддома написала стихотворение про свою зарплату. Салават калаһының бала табу йорты шәфкать туташы үзенең эш хакы турахында шигар язган. Медсестра Салаватского роддома написала стихотворение про свою зарплату.
Салауат ҡалаһының бала табыу йорто шәфҡәт туташы үҙенең эш хаҡы тураһында шиғыр яҙған. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это программа, авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня в гостях Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы «Инцидент-менеджмент» при администрации в Рио главы Башкортостана. Вот вы, конечно, опередили логику моих вопросов, заговорили о количестве обращений. Вот я предполагал и хотел задать такой вопрос, но я хотел бы вначале для радиослушателей напомнить механизм действия программы «Инцидент-менеджмент», чтобы они как бы тоже поняли тему разговора. Программа мониторит 4 социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Совершенно верно. По ключевым словам, после чего результаты попадают к администратору. Далее по всем отработанным и необработанным случаям ведется статистика, которую в режиме онлайн реальное время видит и в муниципальных, региональных администрациях. Тем более, что власти республики обязали высший чиновничий аппарат зарегистрироваться в соцсетях, демонстрировать тем самым свою открытость. Вопрос. Вот на день сегодняшний в процентном отношении чего больше? Устраненных обращений или зависших в своем разрешении? И можем ли мы утверждать, что KPI народной любви к чиновникам приобретает зримые черты? Опять две ветки в одном вопросе. Первая ветка — это какое процентное соотношение. Сейчас навскидку не отвечу, нужно высчитывать. Хотя бы больше-меньше. Нет, безусловно, конечно же, в большей степени закрытых инцидентов, решенных проблем. Это безусловно. Нерешенные проблемы — это проблемы, которые... кстати, должна сказать, что без внимания жителей не остаются инциденты. Так или иначе, они попадают в поле зрения. Другое дело, что нерешенные инциденты — это те инциденты, которые требуют либо взаимодействия разных ведомств, либо, может быть, даже на законодательной инициативе каких-либо действий, либо это дополнительные средства, которых нет. Это совершенно верно. Но тогда мы, каковы наши действия, тогда мы инициируем те или иные действия уже на других этажах. То есть провисает не из-за инертности чиновников? Нет, конечно. Конечно, нет. Дело в том, что инцидент, это, вы уже рассказали весь алгоритм, совершенно верно. Инцидент, самообращение, ему присваивается номер, и его не закрыть до тех пор, пока не будет какого-либо разумного решения. Есть у нас такая функция вторичной реакции, когда, например, жителям отвечают, что яму там-то, там-то мы сможем отремонтировать, или там дорогу там-то, там-то сможем, Давлекановский район сможем отремонтировать там во 2-м квартале. Это связано с торгами, это связано там со своими бюджетными средствами в определенные сроки и так далее. Тогда мы даем ответ жителю, что да, у вас пока сложности, но, пожалуйста, потерпите, потому что, в силу определенных объективных причин мы сможем отремонтировать яму во 2-м квартале. Хорошо, тогда, позвольте, я договорю, и тогда инцидент у нас висит на вторичной реакции до тех пор, пока яму не отремонтируют. С назначением, то есть мы, переводя инцидент на вторичную реакцию, мы указываем сроки, когда этот инцидент вернется к исполнителю уже в виде инцидента со вторичной реакцией. И тогда исполнитель, тот же Давлекановский район, попался, не попался, он видит, что у него вернулся инцидент за 2-3 дня до срока, чтобы, напоминалка ему. И все равно вариантов нет, исполнители должны выполнить то, что они обещали в срок. Эта функция нам позволяет контролировать, и чтобы не было пустых обещаний, что важно, потому что предоставить что-либо красивое, умное, быстрое очень просто, а исполнить это, сдержать слово, не обмануть чаяния и надежды жителей гораздо сложнее, что очень страшно. Простой вопрос, и хотелось бы короткий ответ. Вот я в самом начале сказал, что я к своему стыду не знаю, как обратиться в инцидент. Таковых, как я, наверное, немало в той же Уфе. Скажите, пожалуйста, что должен делать человек, возжелавший прямо сегодня сообщить инцидент о каком-либо факте? Куда ему писать? Или то, что вот мы в интернете пишем, посты, они автоматически как-то фиксируются? Совершенно верно. Совершенно верно. То, что вы пишете... То есть не набрасываясь на весь интернет?
Нет, значит, если человек... У нас робот, это роботизированная система, я повторю, я уже говорила в самом начале нашей встречи, и регистрирует обращения из разных источников. В первую очередь, первоисточник информации, поставщик информации. То есть здесь не нужно указывать адресата, нет, получателя, вернее? Нет, достаточно того, что на площадке в интернете появляется это обращение. Ну, конечно же, в большей степени из-за запросов, и так устроен инцидент, что он обращает внимание на органы местного самоуправления, на страницы глав, на страницы временно исполняющего обязанности главы региона. То есть для этого не надо писать именно на страничку главы, в РИО главы или на страничку администрации? Ну, желательно написать, тогда роботу будет проще искать. Угу. Угу. Он найдет обращение в любом случае, но это может быть дольше. То есть, если даже просто это какой-то человеческий, скажем, склип или эмоция в интернете, все равно интернет его выловит, обратит на него внимание. В большей степени. Есть, конечно, это все-таки робот, и у робота, мы знаем, бывает сбои. Ну, для нас все это вновь, поэтому как-то... Совершенно верно. Не все площадки, не все прям посты, ну, надо говорить посты по-русски, да, звучит странно, тем не менее. У нас робот регистрирует, ну, наверное, это в какой-то степени нехорошо, потому что было бы тогда у нас не 20, сколько там, 2000 за первый квартал, а было бы уже 58, и вы тут рухнули. Ну вот вы приводите конкретные цифры, но уж на меня, пожалуйста, не сердитесь, но я все-таки не делаю для себя приоритет число обращений, потому что есть, ну, об этом тоже вот у меня вопрос, но я хотел бы перед этим вот другое направление беседе нашей передачи. Вот процитирую вам два публичных высказывания, с вашего позволения. Первое от Ростислава Мурзагулова, который курирует в республике информационную политику. Угу. Так вот, обращаясь к башкирским чиновникам, в СМИ как-то сказал, что вы сможете таким образом присутствовать, условно говоря, на каждой кухне, каждом дворе на своей территории. И далее, добавил он, мы не собираем жалобы, а мониторим общественное мнение. Конец цитаты. Второе высказывание уже от ВРИО главы республики Радия Хабиров, когда он комментировал первые итоги работы проекта «Инцидент менеджмент». Его цитата. «Если население может писать там про вас негативные отзывы, это не страшно. Социальные сети не игрушка. Это важнейший инструмент получения и отработки информации, где формируются смыслы, позитивное и отрицательное отношение к вам». И еще, сказал он, для меня это ключевой показатель. Вопрос, насколько инцидент-менеджмент сблизил население республики и власти вот в результате вот своего появления и функционирования в течение 5 месяцев? Понимаю. Очень сблизил. Объясню, почему. Сблизил здесь. Сблизил, безусловно. Вот смотрите, есть жители... А вот KPI народной любви никак не измеряется? Нет. Вы знаете, это не наша цель измерять любовь. Наша цель не оставить человека в беде, услышать его проблемы, попытаться его решить. А уж там, кого они любят или не любят, пусть они решают сами. Они, жители Башкортостана, очень, кстати, совестливые и очень умные люди. Поэтому у них формируется мнение чиновников на примере фактов. Поэтому тут уж любовь, она формируется через дела. Ну вот, если говорить про то, что человека болит, ну вот, предположим, есть у нас Белокотайский район, ну, что-то вспомнилось мне, был там глава в рабочей поездке накануне Нового года, он там в детском доме поздравлял жителей Башкортостана с Новым годом вместе с детишками. Да. И, ну, об этом не знают, ну, мало кто знает, в новостях это промелькнуло, не промелькнуло, в новостях были сюжеты, но, тем не менее, была встреча большая в Доме культуры после того уже, как глава поздравил жителей с Новым годом. Он пришел в Дом культуры и там встречался с жителями, говорил о проблемах и так далее. И вот, например, ну просто вспомнился мне Белокотайский район. И в качестве примера то, что болит жителей, а их болело в тот момент отсутствие автобусного сообщения с райцентром, отсутствие МФЦ, они должны ездить в соседнюю область, чтобы подать документы, например, на регистрацию машины и так далее. Это их болит. И они все равно свои мысли, свою проблему они все равно выскажут. И возможность высказать на площадке, например, у главы района и услышать ответ, а увидеть еще и решение вопроса, запустили автобусные сообщения, организовали МФЦ. Это приближает, на ваш взгляд, или не приближает? Ну, это, может быть, здесь можно говорить не о каких-то, скажем, человеческих отношениях, а о степени доверия. Это... Ну, так вот, вызывает эта степень доверия или нет? Вернее, увеличивает эта степень доверия или нет?
Ну, несомненно. Ну вот, вы сами ответили на ваш вопрос. И таких примеров у нас, вот эти 22 тысячи, о которых мы говорим, это 22 тысячи тех инцидентов, за которыми обращение жителя и факты их удовлетворения, так или иначе. Если говорить, ну вот уж там здравчас, например, у нас проходит каждый четверг здравчас. Радий Фаритович предоставил нам слово на этом здравчасе, на этих здравчасах, мы докладываем от имени жителей, что их тревожит. И вот, ну, вспомнилось, сегодня уже речь шла об этом, например, Кармаскалинский район, деревня Кабаково, не было педиатров там, 2 педиатра ушли, ну, уволились, ушел один в декретный отпуск, женщина ушла. И, соответственно, ну, нет педиатров, это большущая проблема. И вот после того, когда обратили внимание, когда решили вопрос жилищный, когда там привлекли меры поддержки. Есть сейчас 2 педиатра в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Как вы думаете? Ведь это же совсем по-другому. Ну, это да, это реальная помощь. Это огромнейшая реальная дела, помощь. Да. А если мы говорим про пандус для инвалида, когда человек не может спуститься со 2-го этажа, он никогда не выходит на улицу, потому что он весит 90 килограммов, и он не может выехать. А когда сделали пандус, что должны делать органы местного самоуправления, и он теперь выходит на улицу, радуется солнышку. Разве он не совсем по-другому думает? А вспомните поликлинику на улице Амантая, славноизвестную, недавно открывали ее. Это ведь жители обратились к Радию Фаритовичу еще в ноябре, что построили здание, были нарушения строительства, и поликлинику не открывают. И после длительных многих действий поликлинику на прошлой неделе открыли. Это же, конечно, совсем по-другому. Понимаете, вот все эти случаи, 22 тысячи обращений, да, ну там... это, понимаете, с другой стороны, это ведь для нас очень горькое открытие. То есть мы, глядя на эти цифры или понимая эти цифры, осознаем, насколько у нас все запущено. Вы знаете, я так пессимистично не буду поддерживать эту ветвь разговора с вами. Объясню почему. Радий Фаритович четко обозначил, когда пришел в Башкортостан, вернулся в Башкортостан, он четко обозначил, что мы из прошлого берем только позитив. В настоящем мы анализируем ту платформу, какая есть, и четко понимаем, куда мы идем в будущем. И я точно вас уверяю, что та команда, которая с Хабировым пришла, и та команда, которая здесь сформировалась, и та команда, которая к Хабирову подтянулась из тех, кто работал в прошлом, они именно так и мыслят. А те, кто мыслит не так, ну, это уже время покажет, что с ним тогда дай бог, флаг вам в руки. И тогда я в этом искренне уверена. Я вижу у вас пессимизм, но я в этом искренне уверена, потому что я каждый день, день за днем, шаг за шагом, я работаю в этой системе. Это не пессимизм. Вы неправильно меня истолковали. Это не пессимизм, это, понимаете, это горечь от сегодняшней действительности, которую я знаю, ну, я живу в этой республике давно, я работаю в средствах массовой информации давно. Я согласна с вами. И я знаю все эти болячки. И меня, так же, как и вас, бесит то, что вот все эти вещи существовали годами. И хорошо, если вот эта дубина в виде инцидент-менеджмента какие-то вопросы позволит разрешить. Но это будет неправильно говорить. Но дубина ли это? Вот знаете, в чем я с вами не соглашусь? Ни один инцидент-менеджмент — это инструменты по решению проблем. Это было бы очень странно и наивно, если бы только соцсети определяли и вектор направления были бы инструментом. Мы часть системы, мы часть команды. Те задачи, которые ставит Радий Фаритович, ну вот сегодня, например, смотрите, было оперативное совещание утром. Смотрели его? Да, я смотрел его. Вы услышали о том, что разметки в Башкортостане нет. Соответственно, те страшные цифры смертей, которые назывались, это я тоже, кстати, об этом подумал. Да, того, что эти цифры есть. Так вот, ведь до конца года, зная Радия Фаритовича, я вас точно уверяю, я верю настолько, я верю сердцем и душой этому человеку. Я не потому такие дифирамбы пою, что, ну, там, я подчиненный Радия Фаритовича. Я очень гордый человек и независимый. Но я с уважением отношусь к тому, что он делает и как он это делает. Я точно знаю, что будет разметка. Позвольте мне договорить. Будет разметка. И я уверена, что если мы проанализируем статистику в следующем году, эта статистика будет немножко другой, потому что будет больше бдительности у водителя за рулем, потому что будет встречная, будет опаска. Все правильно, Елена, но вы не подумали в тот момент, почему у нас разметка держится всего лишь полгода? Потому что ее наносят, во-первых, не теми, наносят разметку краской один раз в сезон. Я разобралась полностью в теме, почему. Хотите, я вам изложу потому что свою надо версию? наносить новые системы, современные технологии. Хотите, я вам изложу свою версию? Я занимался дорожным строительством, изучал его, я вел, даже я учредил газету, транспортную газету, и я лет 10 занимался. Читала тоже, изучала, готовилась к интервью с вами. И когда я услышал про разметку, которая держится 2 месяца, я сразу понял,
она была выгодна до сегодняшнего дня, потому что это самая коррупцияемкая сфера деятельности. Вы знаете, я в чем можно не соглашусь. списывать очень большие суммы на то, что мы обновляем разметку. Мне приходилось часто да не обновляем слышать. мы. Самое это плохое, что в Башкортостане не обновляли разметку. Если бы ее обновляли или наносили... Нет, это точно нет. Ну, где-то нет ее вовсе, я согласен с вами. То есть ее наносят один раз, и потом обновляют ее только в очень узких местах, ну, там, аварийно опасных и так далее. К сожалению, если бы обновляли, тогда можно было бы говорить о коррупционной составляющей. Уж если на то пошло. Об этой пластиковой разметке уже не первый год здесь у нас в республике говорят. Ну, да ладно. Давайте замнем для ясности. У меня еще несколько вопросов. Вот я хотел бы, отталкиваясь от слов Ради Хабирова о соцсетях, вот он сказал так, что власть должна быть там, где народ. Вот в связи с этим вопросом мне к вам. Такой очень простой. А если башкирский народ там? У нас ведь интернет, как известно, не везде. Где-то я слышал, что у нас, по-моему, 40% всего лишь интернетом охвачено. Можно ли говорить в этом случае, исходя из такого среза, об объективности подобного мониторинга соцсетей? Об объективности говорить можно и нужно. Говорить, что волеизъявление жителей только лишь через обращение в соцсетях, конечно, я уж повторю, я уже говорила это только что, 5 минут назад, что это было бы не очень объективно, потому что есть и письменные заявления жителей, есть обращение к депутатам. Тоже есть? Конечно, безусловно. Но вы об этом просто не упомянули, а я и не догадался. Нет, безусловно, конечно, есть управление по обращению и приему То граждан. есть там конкретно уже в конвертике пишут? Безусловно, это работают коллеги наши, мы работаем вместе. Есть депутаты, которые принимают жителей, есть главы, есть институты на местах органов местного самоуправления. Конечно, я же еще раз повторю, что обращение жителей в соцсетях – это часть системной работы по уделению внимания жителям. И только так правильно. Конечно, в соцсетях не может быть только лишь в соцсетях. Какая-нибудь женщина старшего возраста, преклонного возраста, она не напишет сама. Но я хочу вам сказать, что у нас бывают казусы, мы удивляемся возрастным, жителям, которые пишут нам. Они пишут иногда, внуку говорят: внук, ну-ка ты там напиши, внук пишет. И в Инстаграм мы получаем, да, мы смотрим возраст заявителя, удивляемся и так далее. Но вот я хочу, вы сказали, вот про цифры вопрос задали, я зашла сейчас в инцидент, хочу посмотреть цифры, потому что так навскидку не помню. Хочу посмотреть цифры по локациям, по городам. Ну вот мне самой стало интересно. К сожалению, радиослушатели нас не увидят, но вам я скажите, могу. Я подтвержу, что так оно и есть. Да, так оно и есть. Ну вот если говорить на данный момент, сейчас жители больше всего интересует благоустройство. В работе у нас 4235 обращений, из них 4400 уже отработали. Если сейчас задать параметр рамки, ну, например, с 1 марта по 31 марта, ну, допустим, да, навскидку, за месяц. Но благоустройство объяснимо, сезонная, так сказать, проблема. Ну вот смотрите, за период с 1 марта по 31 марта мы получили 2460 инцидентов, из них 2396 мы закрыли, 4 инцидент, так, 460 и 396, у нас 70 инцидентов у нас на вторичной реакции по тем или иным причинам. На втором месте идет благоустройство, на третьем месте ЖКХ, на четвертом месте экология. Ну, тут Сибай нам понятно, добавил. Да. Вот. И на пятом лишь месте здравоохранение. Это то, о чем мы с вами говорили. А еще совсем недавно здравоохранение у нас было в топе. Если говорить по локации, по городам, тогда, конечно же, у нас на первом месте это Уфа. Ну, безусловно, потому что 1 200 с чем-то тысяч жителей, да, это огромный город, да. Соответственно, если говорить про другие сейчас вот типы инцидентов у нас и источники инцидентов, ВКонтакте, ну, сейчас мы поговорим тогда про локации, чтобы уж не прыгать с темы на тему. Итак, Уфа у нас на первом месте. За этот период с 1 марта по 31 марта мы отработали 1760 инцидентов по Уфе. Из них готово 2113. Почему такая разница? Потому что они из вторичной реакции вернулись к нам, поступило меньше инцидентов, чем мы отработали. То есть у нас были заготовки с того месяца, срок которых истекал уже в этом месяце. Затем у нас Салават. На третьем месте Стерлитамак, хотя Стерлитамак второй по численности город Башкортостана по населению, но тем не менее по количеству Салават у нас на втором месте. Затем Стерлитамак на третьем, затем Кумертау. Но Кумертау у нас уже ушла тема с перерасчетами за коммунальные платежи, у нас лихорадила немножечко. То есть понятно, Елена, понятно, что вы держите руку на пульсе. Хорошо, но есть еще один момент, который я хотел непременно с вами обговорить. Вот по мнению экспертов существуют определенные трудности в работе инцидента. Например, идентификация личности.
обратившегося. Да. Вот, например, вот политолог Михаил Корягин считает, что нормативная основа инцидент-менеджмента пока сфера малоизученная. Вот, скажем, по социальной сети какой-либо местной проблеме невозможно приравнять к официальному обращению. Вы об этом уже говорили в самом начале, о сроках исполнения официального обращения. А вот соцсеть не позволяет идентифицировать личность пользователя. Зачастую авторы постов могут быть просто ботами. Совершенно верно. Вот потому существует опасность, что инцидент-менеджмент может породить дракона. И сообщество, скажем так, профессиональных доносчиков. Я, конечно, подождите, вот какая здесь опасность? Вот кто-то сигнализирует о реальной нехватке в конкретной больнице медикаментов. Его система вносит в число искренних информаторов, а завтра он выдает кляузу, что, к примеру, главврач тискает по углам молоденьких медсестер. А руководителя берут на карандаш, его могут даже и уволить. А дальше вот такой Вы знаете, что же это за руководитель, которого уволят по кляузе? Конечно же, будет создана комиссия, которая проверит возможности этих фактов. Дальше вот тот человек, войдя в раж, назовем его стукач, он начнет, скажем, заваливать вас сообщениями. У нас есть такие. И там, здрасте, 37-й год. Ну, нет. У нас есть такие жители, которые создают фейковые аккаунты. Мы уже по их методам и стилям понимаем, что этот человек клонировался уже в женское обличие, он теперь уже женщина, да, и он пишет. А я должна, а вы знаете, по локациям, по методам, по стилю, иногда мы же их знаем уже, с некоторыми мы созваниваемся. Крутыши, что ли, уже? Не то, что крутыши, но вы знаете, у нас, я повторю, это не перестаю повторять, у меня очень хороший коллектив. Не я заслуга этому коллективу, так случилось, что подобрался такой коллектив, и они умнички. У нас кураторы районов. То есть у каждого человека несколько районов, он курирует. И когда он живет жизнью, извините за тавтологию, этого района, он, конечно же, мы же люди цепкие, память хорошая, мы запоминаем уже, мы анализируем. Потом у нас есть планерки почти каждый день. Мы планируем и вслух проговариваем проблемы, с которыми столкнулись кураторы, чтобы не получилось, что сам своим соку варишься. То есть, иными словами, инцидент ни в коем случае не станет средством сведения счетов? Нет. Если какого-то недовольного вы кем-то. Знаете, мы с этим живем. Уже все, что могло случиться, случилось. Все, вот в основном в 80% жалобщики, даже если они анонимные, они жалуются по существу. Позвольте, я договорю, по существу. И если они не хотят открывать свое лицо, это связано, знаете, с чем? Им раньше глава района мог позвонить, или не глава района, хорошо, если не глава района, а кто-то из района могли позвонить и сказать, там, не знаю, Салават Юлаевич, а что же вы тут делаете, да, зачем вы туда обратились, почему вы мне напрямую не написали. Это в лучшем случае деликатный разговор. После этого эти факты были, вот Ростислав Равкатович Мурзагулов, вы о нем уже сегодня упомянули, наш шеф, он в первую очередь говорил об этом, на встрече с главами говорил, ни в коем случае не сводите счеты, ни в коем случае не разбирайтесь, почему это люди сделали, разберитесь именно в сути обращения. И это важно, это действует. Люди уже более-менее утряслись, вот все, кто наклонироваться хотели, они уже наклонировались. Лена, я с удовольствием вам сказал, что вы не успели задать свой вопрос мне, потому что время эфира заканчивается. Да, но я как человек честный и да порядочный. Ладно, ну нечестно же так. Ну нет, и осталось 1,5 минуты, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение об инциденте? Вот сейчас разделим вопрос на 2 этапа коротких. До встречи со мной и сейчас, вот после разговора нашего часового, как оказалось, к ужасу моему, потому что время истекает. Изменилось ли и верите ли вы в него? Вот видите, в начале разговора я сказал, что я усредненный обыватель. Хотя при... Так, изменилось ли и верите ли? Потому что время закончится, не ответите. Перед встречей я готовился, я изучал инцидент. Но, понимаете, я вам честно признаюсь, я знал немало об инцидент-менеджменте. Как она работает, как она устроена. Но общение с вами мне добавило определенные человеченки в мои знания. Мне теперь уже кажется, что ваша программа — это не просто интернет-проект, это живые люди, которые неравнодушны, которые болеют за республику, которые болеют за конечный результат. Поэтому я рад тому, что вы немножко меня переналадили. Поэтому я благодарю вас за то, что вы нашли я время. Надеюсь не только вас, я надеюсь и всех наших радиозрителей, радиослушателей. Опять. Если такого скептика вы в чем-то переубедили, то это, наверное, очень даже хорошо. Скептик. Хорошо, спасибо вам большое. Я от имени
радиослушатели, желаю вашей команде, от которой вы в восторге, удач, творческих удач и удовлетворения от работы. Спасибо вам, тоже желаю хороших собеседников и отличных тем для ваших эфиров. Это была программа «Послесловие». У меня в гостях была Елена Прочаковская, руководитель рабочей группы «Инцидент-менеджмент» при администрации главы в Рио главы Башкортостана. На этом мы прощаемся с вами. Всех вам благ. Никакого секрета.